Магомед Мидаров на своем веку застал все – индустриализацию и коллективизацию, Великую Отечественную войну, депортацию и распад Советского Союза. Жизнь ветерана была непростой, но полной героических страниц. Еще в 17-летнем возрасте Мидарова направили в Белоруссию организовывать партизанское движение. Чуть позже он уже стал командиром многонационального отряда, который насчитывал более сотни бойцов. За 2 года партизаны под командованием Магомеда Мидарова пустили под откос более 15 железнодорожных эшелонов противника, уничтожили около 1500 немецких солдат и офицеров и порядка 50 фашистских агентов. В некоторых случаях было очень жестоко и очень сурово. Но еще было позади. Героизм Мидарова не был незамечен. За оборону Москвы он был награжден орденом Отечественной войны первой степени, а за события в Белоруссии получил медаль за отвагу. Но самой значимой наградой в его жизни все равно всегда оставалась семья, большая, любящая и заботливая. Ветеран воспитал 3 сыновей и 6 дочерей. У него десятки внуков и 6 правнуков, которые всегда с уважением относились к герою. Большое внимание всем нуждам Магомеда Мидарова уделял глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Он нередко навещал ветерана и разговаривал с ним, узнавал о его потребностях, интересовался здоровьем и оказывал финансовую поддержку. В марте этого года глава региона вручил Мидарову юбилейную медаль «80 лет победы в Великой Отечественной войне», учрежденную указом Владимира Путина. А в начале года ветерану присвоили звание почетного гражданина города Назрань. Указ президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Махмуд Али Калиматов разделял вместе с Магомедом Мидаровым и важные политические события, к примеру, выборы президента России. Состояние здоровья, особенно в последние годы, часто подводило ветерана, из-за чего Мидаров редко выходил из дома. Но возраст так и не повлиял на главное – на жизнелюбие и добродушие. Любил он и гостей, которые в этом доме бывали часто. Магомед Мидаров за свою жизнь доказал, что ни одна трудность не стоит того, чтобы отступать назад. Во имя мирного неба Мидаров, не щадя себя, сражался на поле боя. Похороны ветерана прошли в Назрани. На них собрались близкие родственники Магомеда Хасултановича. Можно с уверенностью сказать, что ветеран прожил достойную жизнь, став примером для потомков. Марьям Акиева, Магомед Яндиев, Магаз, 24.